Дорогие братья и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, чтобы освятил эту воду, якой мы будем окроплены на вспомин нашего Христу. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте Христу. Всемогутний вічний Боже, Ти пожадав прозваду, яка з'являється кривицею життя і служить для очищення, бо є очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовання у Твой день, Пане. Отнови в нас животворчую кривицу Твоей ласки и оборони от всякого зла, якое погрожает души и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отжимать Твое славление в раз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и просвет Евхаристичную оферу учинить нас злотными братскую дел небесной гостини, яко благодарства.
Хвала на вишинях Богу, а на землі слава Богу, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, хвалим Тебе, прославляем Тебе. Дякуем дарителя великой хвалы Твоей, Пане Боже, Богородице небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сині Айза, які дариш на собі грехи світу, змилуйся над нами, які дариш на собі грехи світу, прийми моління нашої, які сидиш праворуч життя, змилуйся над нами, бо наміри святий, доки ти наш пан, доки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим упали, Бога Отця. Аминь. Молимся. Боже, Ты про пронижение Твоего Сына огня упадное человечества, одари своих бедных святою радостью, и учеников мы вызволенные с неволи греху, яви досягнули вечного счастья, проспану нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владаный в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Езекіеля. У ті дні Дух вийшов мені і поставив мене на ноги. І я слухав того, хто промовляв до мене. Він сказав мені: «Сине чоловічий, я посилаю тебе до синов Ізраїля, до народу отступників, які взбунтовався супротив мене. Яны и яйцы их поставили супротив мене аж до этого дня. Ты, до кого я тебе посылаю, это сыны с упартым тваром и жорстким сердцем, и скажешь им: так каже пан Бог, ті послухайте яны, ті погардять, бо это взбунтованный дом, однак доведаются, что пророк есть среди их». Это Слово Божие. Дякуем пану Богу. Буду тебе славить, Бог и твоя дорога. Буду тебе славить, Бог и твоя дорога. Буду величать тебе, Бог и твоя дорога, и благословлять тебя Твою навеки. Каждый день благословлять Тебя буду, и восхвалять Тебя Твою навеки вечные. Буду Тебя славить, Бог и Твоя дорога.
у Тебе. Нехай повидаюсь про славу Твоего благородства, и могутность Твою обещаю. Буду Тебе славить, Бог и Господь мой. Отверни во всех своих словах, и святы во всех своих справах. Возвратили всех, кто падает, и поднимаем всех пригнеженных. Буду Тебе славить, Бог и Господь мой. Читаємо послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, ви не у тілі, але у духу, коли тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто не має Христового Духа, то не належить йому. Коли Дух того, хто воскресив Христа з мертвих, живе у вас, так той, хто воскресив Христа з мертвих, оживите ваше стародное тело праз Духа Своего, який живе у вас. Тому, браты, мы не должники тела, как жить поводле тела. Бо коли живете поводле тела, то помрете, а коли забиваете духом учинки телесные, жить будете. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Читание Святого Евангелия по Матфея. У той час, отказываючи, Иисус сказал: «Прославляю Тебе, Отче, Пан неба и земли, что Ты сховал это от мудрых и разумных и открыл это детям. Так, Отче, бо такая была Твоя добрая воля. Все передадено мне Отцом Моим, и никто не ведая Сына, опроч Отца, и никто не ведая Отца, опроч Сына и того, кому Сын захочет открыть. Придите до меня все спрацованные, обтяжарные, и я успокою вас. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдите спокой для душ ваших, бо ярмо мое любое, а тяжар мой легкий». Это слово Пана. Несравнитая величина Пана Бога, бо пробачив Давіду, який цудоложив, а з тим забив мужа этой женщины. Бог пробачив Латру, який висів на крижі. Брати і сестри, одна кропля крові, яку Ісус Христос пролив, хватило бы, как обмыть и тебе, и мне с грехом. Целый свету. А сколько этой крови Иисус Христос пролил подчас своей муки? Одно может только нас закрыть.
на прыняцце Божай любові, Божай милосердности. Это коли я, альбо ты, братья и сестры, поверишь у свою величину, закриєш своє серце, скажеш, що я понад усі ці речі, понад навіть Пана Бога. Не ведаю, чи ви чули о катастрофі, яка відбулася 18 червня 2023 года в океані. Катастрофа була батискафу, назва батискафу «Титан», выпубликованного праз фирму «Оцеан Готе». В этом батискафе находилось 5 человек. Батискаф на глубине 4000 метров в океане разорвался. Что отбылось трагедией? По-початку треба сказать, что в этом батискафе находилось 4 вельми найбагатших людей Палестины. И был конструктор этого батискафа. Поводом взрыву то, что было случено 2 материалы непоправные. Был случен титан с так званым полотном Менделя, бухлевым, которого по физических, химических измерениях нельзя было случать, бо они на отповедній глибині з собою создають отповедную гармонию и разрываются. А что сдарилось? 40 человек к этому конструктору говорили, что нельзя так чинить. А он сказал такие слова, когда ему сказали, что такого не чинил, бо это опасно. Я являюсь крайним человеком и не узнаю ни одного, никаких границ, никаких засадов, никаких норм моральных. Я понад это все. Браты и сестры, больше 100 годов тому назад, у апреле, у кветни 1912 года, великий статок по имени Титаник выплыл в океан. И напись, якая виднелась на этом статку, в этом Титанику, я лечу, что так само привела к катастрофе. Вот в этой написи виднелось, что этот корабль нават собой готовить. У фильме «Титаник» вельми прихожа показана эта сцена, когда уже корабль отплывает, и малое дитя размовляет с репортером. И говорит про эту напись, что это такие великий статок, такие моцный, что его нават сам Бог не стоит. Это дитя так само поверило в эту пропаганду. У гэтай напись. Конструктор гэтага Титаніка, які быў таксама на гэтым караблі, хацеў удаводзіць, што не толькі найбольшы карабель, але таксама найхутчэйшы. У фильме гэта прыгожа показана, што ён падганяў гэтых, которые забрасывалі ў печ, могли яшчэ больш браць. Пакажу, што гэты карабель будзе найхутчэйшым караблем свету. І браты і сёстры, трагедію мы ведаем, якая адбылася. Навошта я гэта гавару? Говорю про то, что сапраўды, калі чалавек поверыць у свою веліч, и Бог откине на сторону, скажи, что я являюсь Богом, далеко не доплыве. Здесь пришлось разорваться. Калі поверить у свою великость, что я являюсь, как я, может, запытал, что ты великий. Что не, я не великий. А я, может, припомнил себе ситуацию, що, може, кудись ти збирався їхати, або щось ти робити зі знайомими, і за 2 дні до твоего отъезду, або за день, до тебе звонить Петя, что не выйдем. Не получится нам поехать. Такая справа. И мы одразу, як то не, так, я так уже взял выпочинок, в отпуск, отдыхать уже еду, а то мне такого, что мало с собой. И то, что великость наша проявляется. Если мы не могли так кинуть, если мы не могли так поступить, разные мысли приходят в голову. Браты и сестры, однако у нас великость это его. Сегодня у первого читания мы докладно прочитаем, браты и сестры, это самое читание читается, это самое слово звучат так само у
неделю пальмовую. Радуйся моцно, дочка Сиону, веселися, дочка Иерусалим, Бог король твой, иди до тебе. Справедливый, избавчий покорно, який едет на осле. Покорно. Человек покорный может отчиниться на ласку Пана Бога. Человек покорный может принять соправдную радость, которую Пан Бог нам дает. И про эту радость я неоднократно тут вспоминаю, что мы повинны в первую очередь охотно делиться этой радостью. Заражать этой радостью один одного. И она была такой хворобой, как был коронавирус. Как нелегко один одному передавали эту радость от другого брали. И мы говорили, что турбот это хотите ревешь, ты приведешь секунду. А когда мы сбудем соправдную радость, то мы не будем звертать увагу на то, что кто-то на нас глядит. Как я, например, теперь рассказал какие-нибудь анекдоты. Я бы так смеялись. Так симпатично смеялись. А соправдная радость проявляется очень, что я сам с собой. Ну, когда человек часами расскажет такие анекдоты, что это уже свинь контролируя, и смеется, и хохочет, и в разные стороны его кивая, и мне конечно, сигналить с этой радости. Я думаю, то хоть по грамматике уже сказал, не упадает, не упадает. Быть собой, братья и сестры. Быть по-соправдному и открывать эту радость. Вот в этой радости мы все покликнули. И памятать, что мы николи не перепрыгнем Пана Бога. Мы можем его кинуть. Все могут справы наши, мудрость наша, все речи показывают, что мы вам то ничего. Бог нам это дозволить, а не в том моменте, как не было выбуху этого, и я вився з этими людьми, які лічили, що понад Бога. Не заховуючи ніяких засадів, ніяких правил, ломячи все, показуючи, що я понад это. І може, нам так само шмат хто отражає і говорить, що як ми не поступали так, як ми взялися за своє життя, а ми не слухаємо тільки, киваємо головою, добре, віримо, все це. Але ми маємо своє життя. Просим, братья и сестры, как мы соправды были людьми, которые соправдную силу находят у Бога. Аминь. Миру одиного Бога, а Отца Всемогущего. Створителя неба и земли, всего вашего и неважного, и водиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Светлого от светла, Бога собранного от Бога собранного, народженного, а не створенного, а не насудного Христу, ради Бога все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писанию, и взошел на небо, всякий праворучается, и стал прийти в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Ана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якого разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял про пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и кровь для отпущения грехов, и читаю воскрешение помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога, який щедро одурває нас своїми дарами, і скерує наші молитви. Молимся за усіх біскупів, щоб вони пльонно працювали на користь
евангелизации света Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всіх хрещених, щоб у своєму житті яни керувалися Божими заповідями. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто присвятив своє життя у прощенні доброї новини, щоб яни могли убачити плод своєї праці і наповнитися Божою радістю. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодые служенцы, как яны клопотились об развитии веры, згодно з уладковували своє життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, розчарованих життєвими неудачами, щоб яни сподівалися не тільки на власні сили, а й на допомогу Пана Бога. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, щоб ми уміли розпізнавати Божу волю і радість її виконувати. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся в интенцию, якою спровадає свята Имша, подякой Пану Богу, за прожитые 10 годов сумесного життя служенского с просьбой о Божьем благословении, потребных ласках, опеки Найсвятейшей Панны Марии, здоровья души и тела для усей семьи Тарасевич. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Божа кривиза життя и святости, выслухай наши просьбы и учини, как мы, обновленные эмоции Твоей ласки, могли верно Тебе служить праз Христа, Пана нашего. Амінь. Боже наш Отче, просим, прими, эти хлеб и вино наши дары. Лед празднуй рук людских и плоды земли. Боже наш Отче, просим, прими, Боже наш Отче, просим, прими. Боже наш Отче, просим, прими. Все, что мы от Тебя в Твоем житии. Нашу радость, боль, красоту и любовь. Боже наш Отче, просим, прими. Боже наш Отче, просим, прими. Молитесь, как мою и вашу охрану, принял Бога и Отец Всемогутный. Дай Пан Бог прийме оферу з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Боже наш Отче, нехай нас очистить офяры, кою мы Тебе складаем, и нехай дня у Тебе нас життя, что чекає нас у небі враз Христа, Пана нашого. Пан з вами. И духом Твоим, Угору серце, узносим имя Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Правдиводна и справедлива, слушна и славоверна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего, Богом злитости до грешного человечества, народился с Панны Марии, праз свою муку на крыжи, вызволил нас от вечной смерти, а праз свое мертвых повстание
dał nam wieczne życiowo. Tam z aniołami, archaniołami, dusimi świętymi, my obwieszczajem Twoją chwałę. Razem dziwi, wzdychajuszy. Święty, 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 a Bogu всемогутный, небо и земля, полны отваги Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Твой, кто приходит в имя Бога. Хосанна на вершинах. Zaprawdy, Boże, Ty święty, krynica wszelakiej świętości, temu ujedności z Ruskim Kościołem w pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i послал na apostolów Ducha Świętego, wraz Chrysta prosił Ciebie, Всемогутный Boże. Освяти эти дары, росою Духа Твоего, как они стали для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. I on, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziękował Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każący. Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to już ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom każący. Bierzcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Heta czynicie za moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и желаем Твоего присягания. Wspominając śmierć i śląsy powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zwolnienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всему свете. Удосконай его в любови, разом с Папом нашим Франтишком, Biskupом нашим Józefem i всем духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, и апостолов надеяния на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей дошел с этого свету и дозволил увидеть светло обличия Твоего. Просим Тебе, zmiłuj над всеми нами, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, ujedności z Najświętejszej Bogorодицей Panной Maryjой, со świętym Józefem jej obrannikiem, со świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, благословенным Брониславом Маркевичем и всеми святыми, и справедливо подавали Тебе, как дни и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, вся ваша дана и хвала, правду все веки и вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися
Небо наша благословенная, дай нам сегодня и отпусти нам обиды наши, яви мы отпускаем виноваты наши, и не вновь нас уставляй. Хвалит слава Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas za всякого злого, дай ласкаво упокою дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы вчера ко неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и притча Спасцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое богатство и власть, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить Его супокоем и едностью, як Ты живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, яхай завсёды буде з вами. И духа Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Богу Божий, який береш на собі, раді світу, зцілуйся над нами. Богу Божий, який береш на собі, раді світу, зцілуйся над нами. Богу Божий, який береш на собі, раді світу, подари нас упокоєм. Будь порядок Божий, boś той, хто бере на себе грехи світу, благословлений я покликаний на вечеру явоною. Аминь. Как ты вошел в меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Умацованные такими великими дарами просим Тебя, Пане, ученикам мы отрывали заветные ласки, и неспынно Тебе прославляли, раз Христа Пана нашего. Объявлю. 11 липня во вторник свято святого Бенедикта Аббата, опекуна Европы. 13 липня успомин святого Генриха, день именинов первого księdza пропаща этой парафии. Памятаем про его молитву. 14 липня в пятницу
Успомин святого Камила Липского, презвитера, 15 липня в субботу, успомин святого Бонавентуры, бискупа и доктора костела, 16 липня, это наступная неделя, у Худагаи от уст успоминной святейшей Панны Марии из горы Кармель. А эти кармелиты нас завершают на этот путь. Больше подробная информация находится на дошці, объяву можно почитать. Коли кто жадає, можно поехать. Кожний день у нашей каплиці триває адорація Пана Ісуса в найсвятейшем сакраменте. У суботу и в неделю от 14 до 19, у середу и в четверг нема адорации, іншие дни от 14 до 20:30. Дякуємо всім, хто узяв чинний уділ учора у суботнику, хто відгукнувся на просьбу, як зробити порядок вокруг на території костьола, а так само на території будови. Нехай добрий Бог вам за це все одудячить. Дякую за ахвярування на будову святині, за спів і оправу літургічної, за прибирання каплиці тим, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на цим тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за сім'ю Тарасевич з нагоди 10-годя совместного життя у суженстві, за Анну, батьків і хрестних з нагоду хресту, за Івана і Еміну з нагоди шлюбу, який сьогодні відбудеться, за добродіїв і ахвярадавців нашей парафії, а так само обновить добродіїв будівництва санктуарі Божої милосердності і за нас доручаючи кожного поособку опеці Матці Божої Руженцової. Твое оборонение отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молитву нашу, нету всякой злой прибой, выбавляй нас за всюду, Панна хваленная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, содержанница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас поручай, Сыну Своему нас отдавай. Дякую вам всім, що прийшли, що є, за співи, праву літургічну. Ходьте ще будемо разом молитися. Сьогодні ще о 14 відбудеться шлюб в этом костеле у святыни. Примите Божье благословение, нехай оно вас наполнит соправдной радостью и спокоем. Пан з вами. И с духом твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть снують по світі. Амінь. еще расскажу вам правдивый анекдот, который в нашей парафии отбылся следующий. Глядите все наверх, там есть такая трапочка висит, люди проходят молиться, и во час молитвы глядят, о, паутина висит. Классно было бы, я только поверил, с этой стороны тут свечи стоят. Классно было бы, я оттуда сбить этой трапочкой, и в эту сторону бросать трапочку. Это Бог урацевал, что она не упала сюда на свечку, и свечка не выпала, не было пожарчиться. Бог урацевал. Это такие правдивые анекдоты, знаете. Бывает, записали у житті у нас так само. Так что больше молитесь, а не глядите, где там что-то висит. Может, купили по святости. Заспеваем песню за день. Свято життя, освяти мою тіло, оздорови серця зло. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя выше зло.
Нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивая сила и Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похваленный Наисвятейший сакрамент, правдивая сила и Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похваленный Наисвятейший сакрамент, правдивая сила и Пана нашего Иисуса Христа.
To znaczy kwietki leżacie. Kwietki dla Один по-другому коробку. Да? Количество требовалось. Добре. И два пленчики поставить сюда и накрыть их белым материалом. Потому что я не успею, у меня здесь выше. Потом сюда вертаюсь, как раз нашлю. Запрошаю, когда. Видите, печати поставить.